Это здание на улице Фрунзе 374 знают в республике все. Здесь находится Национальный статистический комитет Кыргызской республики, который наделен правом руководства делом учета и статистики на всей территории страны. Сегодня Нацстаткомитет отмечает 80-ю годовщину своего образования. 80 лет – это возраст мудрости и зрелости, возраст становления и совершенствования. Государственная статистика сегодня – это достаточно организованная и эффективно действующая информационная система, успешно использующая международный опыт и внедряющая общепринятые международные правила и стандарты. Признанием заслуг кыргызской статистики международным сообществом явилось присоединение Кыргызской республики в феврале 2004 года к специальному стандарту распространения данных Международного валютного фонда в качестве ее 57-го члена и полноправного участника. За период с 1992 по 2006 годы правительством республики приняты 4 программы реформирования и развития статистики, основополагающими принципами которых являлись определение приоритетов на каждом этапе реформирования и максимальная концентрация ресурсов на наиболее важных фундаментальных направлениях совершенствования статистики. Сегодня в системе статистики трудится более 1000 человек, более 20 национальностей, средний возраст работающего 41 год. За эти годы система статистики поистине стала кузницей кадров, работа которых высоко оценена государством. За высокий профессионализм и долголетнюю работу в органах статистики 29 специалистам присвоено высокое звание «Заслуженный экономист Кыргызской республики». Многие специалисты награждены государственными наградами, орденами, медалями, почетными грамотами. Свыше 200 человек награждены знаком «Отличник статистики». История статистики Кыргызстана знает много замечательных имен. Среди них как старейшины, ветераны статистики, проработавшие в статорганах не один десяток лет, работники, оставившие свой след в развитии статистики и ее органов, так и сегодняшние молодые, энергичные специалисты, которые приняли эстафету статистики от ветеранов. В этом здании постановлением Каракиргизского облревкома от 29 апреля 1926 года было образовано статистическое управление, на которое были возложены задачи по всесторонней разработке статистических данных, а также координации деятельности статистических органов, находящихся в то время в составе различных ведомств и учреждений. В 1932 году при Госплане Киргизской ССР было образовано Управление народно-хозяйственного учета, главный статистический орган республики. С 1939 года с введением областного деления в стране было образовано 5 областных управлений – Тиньшанское, Исыкульское, Ошское, Джалалабадское и Фрунзенское, а в районах – инспектуры народно-хозяйственного учета. Таласское управление было образовано в 1944 году. С апреля 1941 года Управление народно-хозяйственного учета было переименовано в Центральное статистическое управление Кыргызской ССР. В годы Великой Отечественной войны статистика решала огромные задачи по статистическому оперативному учету трудовых и материальных ресурсов, перемещению производительных сил. Статистика обеспечивала выявление и мобилизацию всех имеющихся ресурсов для решения неотложных задач военного времени. Усилия статорганов республики в военный период были направлены на сокращение сроков сбора и разработки статистических данных, направлены на выявление возможных резервов и проведение срочных переписей. Проводились военные переписи с максимальной оперативностью от 7 до 15 дней. В тяжелый военный период под руководством Ходоровского Абрама Моисеевича статуправление Киргизской ССР работало интенсивно и обеспечивало государственные органы оперативной информацией. В первые послевоенные годы статистика сохраняла основные черты, присущие ей в военное время. После войны возобновились ежегодные переписи скота, получили распространение современные методы статистического анализа. С целью совершенствования статистики в 50-60-х годах были созданы ее новые отрасли и расширены задачи других отраслей. О работе в эти годы нам рассказывает ветеран статистики, заслуженный экономист Кыргызской республики Слабинская Нина Васильевна. После окончания института в 1950 году пришла в ЦСУ работать.
Конечно, коллектив тогда был всего 47 человек. С высшим образованием было только 7 человек, я была 7-я. Коллектив был очень слаженный. Я на протяжении всех лет работы в ЦСУ, 35 лет, 3 раза проводила перепись населения. С самого начала работаю только в отделе промышленности. На мою долю работы в органах государственной статистики пришлось очень хорошие квалифицированные люди. Первым моим начальником ЦСУ был Есипов Николай Семенович. Это человек высшей квалификации. В то время прийти с фронта, получить кандидата экономических наук, доктор экономических наук. Он работал с каждым работником ЦСУ. У него было специально расписано, что кто должен, какие записки писать, какие вопросы ставить. Нам было легко с ним работать. После него был Алымкулов. Очень умный, добросовестный, честный и порядочный человек. Лучший работник для него был это, когда он квалифицирован. Квалифицирован значит хороший работник. Независимого от нации, от положения там, его в обществе и так далее. В заключение, конечно, когда я ушла на пенсию, был Талгат Мазгутович Алмаев. Алмаев это совершенно удивительный человек, любящий органы государства, как статистику, как экономист, он знающий товарищ. Ну, ушла я давно уж на пенсию, я ушла уже 22 года, мне было уже почти 60 лет, как я ушла на пенсию, но статистика осталась во мне и до сих пор. Важным направлением в деятельности статистических органов республики в течение почти 50 лет являлись организация и развитие механизации и автоматизации учетно-вычислительных работ. Для осуществления этих целей в июне 1957 года при ЦСУ Кыргызской ССР была организована машинно-счетная станция, оснащенная счетно-клавишными и счетно-перфорационными машинами, с помощью которых впервые в 1959 году были обработаны материалы послевоенной переписи населения. У истока переписи 1959 года стояли такие ветераны статистики, как Дикулов Василий Макарович, Полтавский Василий Трофимович, Алмаев Талгат Мазгутович и Коновалов Евгений Федорович. О становлении и развитии вычислительной системы нам поведает ветеран статистики, бывший директор Республиканского вычислительного центра ЦСУ Кыргызской Республики Станкевич Маина Петровна. Пришла в статистику после Джамбульского статистического техникума в 1945 году. Меня приняли на работу как молодого специалиста в отдел сельского хозяйства, экономистом Фрунзенского статистического управления. В это время статистическое управление Фрунзенской области и статистическое управление республики находились в одном помещении. Это был большой зал, сейчас это исторический музей. И зал был перегорожен пополам. На одной стороне было стат управления Фрунзенской области, на другой стороне это стат управления республики. Тогда подчинялся такой структуре, как Уполсоюз Госплан, то есть уполномоченный союзного госплана. И когда заходили в этот зал, то трещали косточки счет, трещали арифмометры, и казалось, это не учреждение, а как будто какая-то фабрика. Вот этих счетно-вычислительных машин типа Рейн в 1957 году открылась машиносчетная станция. Машиносчетная станция, которая передали весь техническую работу по учету, и в аппарате оставили уже экономистов, которые способны были анализировать цифры, давать соответствующие пояснения к ним и даже подсказывать решения
по тем или другим вопросам развития народного хозяйства. Когда создалась машиносчетная станция, мне бы хотелось сказать, что вот эта эпоха, это, по сути дела, там целое десятилетие, от 1957 года до 1967 года возглавлял механизацию статистики у нас. Это Домогальский Юрий Леонидович. Он очень много сделал для подготовки кадров, для подготовки людей для работы с машинами, очень много сделал. И когда я пришла, значит, на вычислительный центр работать, то там были в основном те специалисты, которых он набирал еще со школьной скамьи, с техникума или только окончившие вузы, и готовил их для вот такой глубокой работы. И вот это десятилетие уже с электронными машинами, когда я была директором вычислительного центра, эти специалисты очень много сделали для механизации и автоматизации статистического учета. Интерес к статистике со стороны государства всегда возрастал в период реформирования всех сторон общественной жизни, ибо статистика позволяет, анализируя прошлое, описывать настоящее и прогнозировать будущее. В этих целях государством систематически раз в 10 лет проводятся переписи населения. Важное значение в жизни республики имели переписи населения 1969, 79 и 89 годов. Своими воспоминаниями о работе в статистике поделится ветеран труда, бывший заместитель председателя Госкомстата Кыргызской республики Бишимбаева Айтмакан Бишимбаевна. Пришла в статистику молодым специалистом в 1961 году и работала до 1992 года, до 1 января. Молодым специалистом я пришла и пенсионером ушла. Статистика, когда я пришла, была без механизации. Самая большая эта механизация у нас была арифмометр, а так мы на счетах работали. Если надо было сводить итоги в срочном порядке для правительства, значит мы здесь до ночи работали. И ушла на пенсию в 1992 году. Ну, росла так, от экономиста до зампредседателя Госкомстата. Вот. И была единственная женщина зампред из числа киргизов. Я, конечно, желаю теперешней молодежи, чтобы они переняли от тех наставников, которые сегодня работают, но они тоже долго работать не могут, они тоже на заслуженный отдых уйдут, поэтому перенять. Важной вехой в истории государственной статистики стал 1994 год. В январе 1994 года принят закон Кыргызской республики о государственной статистике, в соответствии с которым органы государственной статистики наделены правом руководства делом учета и статистики на всей территории Кыргызской республики, что в значительной мере укрепило их статус. В мае этого же года происходят новые структурные изменения в статистической системе. Президент Кыргызской республики 30 мая 1994 года подписал указ о Национальном статистическом комитете Кыргызской республики, в соответствии с которым Государственному комитету Кыргызской республики по статистике придан статус Национального статистического комитета. В соответствии с новым статусом Национальный статистический комитет подотчетен только президенту республики. Статус независимости статистическая служба Кыргызской республики получила первой среди стран СНГ. Признанием большой роли статистики в развитии страны является установление Дня работников статистики, который отмечается в соответствии с постановлением правительства Кыргызской республики от 22 марта 1995 года под номером 98 в последнее воскресенье апреля. Сегодня Национальный статистический комитет Кыргызской республики на региональном уровне представляет 7 областных управлений – Баткенское, Жалалабадское, Исыкульское, Нарынское, Ошское, Таласское и Чуйское областные управления государственной статистики, а также Бишкекское и Ошское городские управления государственной статистики.
Успешное совершенствование государственной статистики Кыргызстана в значительной степени зависит от уровня и качества международного сотрудничества. Это предполагает самую широкую интеграцию кыргызской статистики в программу международного статистического взаимодействия с международными статистическими и экономическими организациями, статистическими службами ООН и ее региональными экономическими комиссиями, Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским Союзом, Азиатским банком развития, Организацией экономического сотрудничества и развития, Германским обществом по техническому сотрудничеству, Организацией экономического сотрудничества, а также с национальными статистическими службами ряда зарубежных стран – Германии, Швейцарии, Турции, Швеции, Италии и Литвы. Сотрудничество Нацстаткомитета Кыргызской Республики с отделом статистики ООН, Фондом народонаселения и Федеральным статистическим управлением Швейцарии, а также и их финансовая поддержка способствовали успешному проведению ряда крупных статистических работ, таких как определение уровня жизни населения, отслеживание динамики бедности и эффективности мер социальной защиты в республике. Внедрение современных методов обработки и анализа статистической информации невозможно без использования новых информационных технологий, а также достижений в этой области других международных статистических институтов. В этой цели в 1997 году при финансовой поддержке ФСУ Германии была открыта библиотека, где основными читателями и пользователями современной литературы в области экономики и статистики являются сотрудники статорганов республики и пользователи статистической информации. В течение года библиотеку посещают более 500 человек. Особым событием 1999 года не только для статистики, но и для всей нашей страны стало проведение первой национальной переписи населения Кыргызской Республики. Ее успешному проведению во многом способствовала соответствующая законодательная база, тщательно организованная массово-разъяснительная работа, а также своевременное кадровое, техническое и финансовое обеспечение, поддержка Фонда народонаселения и правительства Швейцарии. В числе первой четверки стран Кыргызстан смог провести национальную перепись населения, которая позволила получить данные о демографических изменениях, коренных преобразованиях в отраслях экономики, о произошедших в них за последние годы структурных изменениях. Впервые на части территории современного Кыргызстана перепись населения была проведена в рамках Российской империи в 1897 году, но переписью были охвачены только несколько уездов и городов. По существу, первая полная перепись населения в Кыргызстане была проведена в 1926 году в рамках Всесоюзной переписи населения. В дальнейшем переписи населения проводились в 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. Необходимость проведения очередной переписи населения в Кыргызской Республике особенно важна в связи с происходящими глубокими изменениями в демографической и социально-экономической структурах общества, появлением и развитием новых групп населения, возникающих при переходе к рыночной и многоукладной экономике, развитием частного сектора, появлением безработицы. Все это требовало сбора соответствующих данных, что под силу только переписи населения. Впервые в практике проведения переписи с целью обеспечения ее полноты и достоверности Нацстаткомитетом Кыргызской Республики проведен розыгрыш лотереи, где лотерейным билетом служил бланк переписного листа. Основным призом стала однокомнатная квартира в городе Бишкек. В последующем эта методика проведения переписи признана международным сообществом как кыргызская модель. За переписью населения последовали такие большие статистические работы, как первая сельскохозяйственная перепись и перепись в сфере услуг и туризма. В системе государственной статистики плодотворно функционирует единственный в республике исследовательский центр статистической науки – Институт статистических исследований. История создания этого подразделения началась более 40 лет назад. Еще в 1964 году, когда был организован филиал Центрального проектно-технологического бюро ЦСУ СССР, состоявший из 5 человек. В октябре 1993 года
по инициативе Нацстаткомитета Кыргызской Республики и при поддержке Государственного комитета по науке и новым технологиям на базе КФ НИИП «Учет» был создан Институт статистических исследований Нацстаткомитета Кыргызской Республики, возглавляемый на протяжении многих лет Абдрашевым Мелсом Абдрашевичем. Первые научные разработки института были направлены на практическую помощь статорганам республики в области методологического обеспечения организации учета и отчетности, перевода статистики на международные стандарты. В настоящее время основными направлениями деятельности института являются исследования в различных областях статистики, разработка методологических рекомендаций по организации учета и статистической отчетности в современных условиях перехода к рыночной экономике. Специалистами высокого уровня ИСИ постоянно ведется работа по подготовке учебных пособий для студентов вузов республики, авторами которых являлись ветераны статистики Домогальский Юрий Леонидович и Абдрашев Мелс Абдрашевич. Повышение профессионального уровня специалистов, работающих в системе государственной статистики, в течение многих лет являлось одним из приоритетных направлений деятельности органов статистики республики. Существующая более 70 лет учебная сеть статистических органов Кыргызстана является специализированной системой подготовки и повышения квалификации специалистов учета и статистики. Современные требования, предъявляемые к качеству статистической информации, требуют повышения профессионального уровня специалистов. В настоящее время учебный центр Нацстаткомитета определен как базовое учебное заведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов статистики республики, которое возглавляет Кыдыкова Бермет Кыдыковна. Главным в этом направлении является широкое применение прогрессивных методов обучения, семинаров и стажировок, в том числе в международных экономических и статистических организациях, а также в развитых статистических службах зарубежных государств. В повышении профессионального уровня специалистов активную помощь оказывают статистические службы Литвы, Германии, Швеции, Люксембурга, Швейцарии, Великобритании, Италии. Сотрудники статистической системы республики имеют возможность ежегодно отдыхать на озере Иссык-Куль. В 1997 году на берегу жемчужного озера Иссык-Куль был открыт пансионат «Белек», где были созданы условия для отдыха сотрудников органов государственной статистики. Статистики могут защищать свою честь не только на трудовом поприще, но и быть среди первых на спортивной арене. Умеют статистики отмечать и свой профессиональный праздник. В историю ушли празднования 70 и 75-летия статистики. А сегодня у статистиков круглая дата – 80-летие со дня образования кыргызской государственной статистики, возглавляемой в настоящее время Абдыкалыковым Аразматом Абдыкалыковичем. Бүгін Кыргыз Республикасының статистик қызметкерлерінің күнін белгілеп жатабыз. Бұл күн биылғы жылы Кыргыз статистикасының 80 жылдық майрамы менен туш келип отурат. Мен ошон үчүн эң биринчи иретте Кыргыз статистиканын кызматкерлерин, ошондой эле министерстволордо, ведомстволордо, ишканаларда, уюмдарда, мекемелерде статистика кызматын жаткан өзүмдүн коллегаларымдарды бардыгын ушул чоң майрам менен кызуу куттуктап, аларга чын бекемден соолук, эл өрүсүндө аманчылык, тынчылык, иштеринде зор ийгиликтерди каалап кетким келип турат. Майрамыңыздар кут болсун, кымбаттуу, урматтуу статистика кызматкерлери. В новое тысячелетие кыргызская статистика входит как полноправная среди равных статистик других стран мира. Живи, статистики, страна, в орлином взлете, как в едином вздохе. Служи, дерзай и как во все века перелетай через эпохи.